начнем, да, потом к нам присоединятся те, кто вышел. Следующий блок – это форсайт-сессия профилактика девиантного поведения несовершеннолетних. Значит, и начнем мы с еще одного проекта, реализация проекта «Сообщество профессионалов и родителей за ненасильственное воспитание». И у меня опять вопрос. Что-то слышали? Да. Слышали, да? Значит, кто-то слышал, да, просили зарегистрироваться и зарегистрировать родителей своих обучающихся. Значит, сейчас тоже расскажу немного об этом проекте и потом небольшой тренинг, да, который вы можете провести в рамках родительских собраний своих для родителей. Итак, значит, Дом под замком, данный проект. Сначала об актуальности, да? Ненасильственное воспитание. Как вы думаете, коллеги, актуален ли сейчас вопрос применения насильственных форм воспитания? Золотой. Ой, нет. Актуально, да, считаете, что это актуально? Да, действительно. И организаторами проекта данного «Дом под замком» сообщества за ненасильственное воспитание это Институт защиты, Национальный институт защиты детства. Ими было в 2019 году проведено исследование, большое исследование с общероссийской выборкой 1600 респондентов, где спрашивали родителей, насколько они согласны, насколько они применяют именно насильственные методы воспитания. И вот 67% родителей, 68% мягкие физические наказания, ну это вот как бы шлепки, да, 67% родителей оставляют за собой право на шлепки. То есть из 1600 респондентов, да, по всей России 67 считают нормой воспитывать детей, да, применяя мягкие физические наказания. Значит, 42% респондентов согласны с утверждением «пожалеешь розгу, испортишь дитя». И 30% респондентов они допускают использование серьезных физических наказаний. То есть, коллеги, смотрите, ситуация, да, что 30% это большое количество людей, которые разделяют мнение, что надо детей бить серьезно, насильственными методами. Но в то же время, тоже исследования, есть и позитивные результаты. 48% респондентов сказали, что в ближайшие годы отношение может поменяться. И согласно данным исследованиям, этому могут помочь рассказы о личных историях людей, подвергавшихся физическому воздействию, так сказала 50% опрошенных. 32% опрошенных сказало, что помогут разъяснения психологов и педагогов о психологических последствиях физического наказания. И 25% выразилось в пользу мнения авторитетных людей о воспитании детей, что это поможет предотвратить применение насильственных методов. Коллеги, скажите, пожалуйста, какие могут быть последствия насильственного воспитания? Психологическая травма, да, сейчас очень, да, распространено мнение, что мы все из детства, да, что все это влияет. Да. Какие еще могут быть? Ну, это долгосрочное, да, вы можете то есть это как замкнутый круг, они считаются не выйти, да. Агрессия, которую люди будут проявлять друг другу, потому что не умеют друг другу решать проблемы. Если это подросток, да, мы говорим не долгосрочную перспективу, да, если в его семье применяются насильственные методы воспитания, он может уйти в деструктивные сообщества, он может даже, это какие-то попытки суицида могут быть, да. То есть на самом деле это все очень серьезно. И вот как раз Национальным институтом защиты детства был разработан проект. Ну и вообще, среди причин, да, потом чуть позже о проекте самом, среди причин, да, во-первых, конечно, это социальная приемлемость. У нас менталитет такой, да, что
Ну, может быть, это исторические факторы, да, тоже оказали свое влияние на то, что все-таки применяются у нас активно методы насильственного воспитания и отсутствует однозначное общественное обсуждение этого всего. Также среди причин это усвоенные в своей семье сценарии взаимодействия, реакции на трудные спорные ситуации. Некоторые родители, они не знают возрастных особенностей детей и питают какие-то иллюзии относительно их, каких-то возможностей соблюдать те или иные нормы. Мы же всегда судим от себя, да, получается, ну я же могу, почему ты не можешь, да, ребенок. Далее, это может быть какая-то недостаточность родительских компетенций, незнание, как, вот, мы уже высказывались, да, незнание, как решать какие-то задачи, какие-то вопросы, может быть, отсутствие какой-то основных норм педагогики. Далее, это может быть также недостаточность помощи и поддержки со стороны образования, со стороны государства. Может быть, отсутствует такое понятие, как система, да, информационного какого-то сотрудничества родитель, педагог. Поэтому вот именно задача данного проекта – это в первую очередь информировать родителей и поддерживать родителей в трудных ситуациях. И вот данный проект, цель данного проекта – снижение числа родителей, которые применяют насильственные методы воспитания через формирование и поддержку активности профессионального и родительского сообщества. Ну и задача – это объединить и консолидировать усилия профессионалов и родителей в продвижении ценностей ненасильственного воспитания, стимулирование и поддержка активности сообщества специалистов и родителей по продвижению насильственного воспитания и расширение масштаба помощи семьям по профилактике насилия, использования конструктивных методов воспитания и жестокого обращения с детьми. Вы, как педагоги, может быть, сталкивались именно с насильственными методами воспитания родителей ваших, может, кто-то высказывался? Семьи разные. Но семьи разные, да, в основном, конечно, если на уровне, у нас дошкольники есть, да, выявить, конечно, это легче гораздо, чем уже у школьников, да. Ну, сейчас тогда поработаем тоже в группах. Итак, значит, данный проект был создан в 2021 году. И наша республика, она вошла в десятку опорных площадок по реализации данного проекта. Далее. И вот основные мероприятия проекта. Это проведение семинаров, консультаций, супервизий, работа профессионального и родительского сообщества. У них очень хороший сайт, мы дальше тоже подробнее становимся на нем. Анкетирование среди профессионального и родительского сообщества с целью выявления, да, уровня применения насильственного воспитания. И, конечно же, консультирование, информационное сопровождение. По годам, значит, тут ссылка на сам сайт, да, на сам ресурс Дом-Подзакон, а тут на страницу ВКонтакте. Значит, чем ценен этот ресурс? Значит, во-первых, здесь можно зарегистрироваться как специалист, вы как специалисты-педагоги, и порекомендовать его родителям своим. Родители как родители, там очень много разной информации, там статьи, там тесты. И самое ценное, что там можно заказать консультацию психолога. Она будет абсолютно бесплатная, эта консультация психолога, в дистанционном формате, как раз сотрудниками Института защиты детства, психологами, они могут провести для вас консультацию для ваших родителей в трудной ситуации, да. И даже если понадобится еще одна консультация, то они проведут эту работу, могут провести несколько консультаций. Вот. Это все, что касается вот именно этого ресурса. Потом сами можете там прогуляться по данному сайту, посмотреть, что интересного там есть, и что можно для работы с родителями себе подчеркнуть, да, свою копилку.
Но сейчас я предлагаю небольшой такой тренинг, я его составила на основе рекомендаций. У них очень много тренингов, у них целый курс, по-моему, из 10 тренингов. И вот пошагово вот работа с родителями ведется. Это, конечно же, очень долго и требует очень больших усилий, да, от педагогов. Можно провести небольшой один тренинг. Я думаю, что он будет тоже очень полезен для родителей. Тренинг уверенного поведения. То есть мы не говорим родителям напрямую, вот, тренинг ненасильственный. То есть это сразу, может, некоторые люди могут отреагировать не позитивно, да, скажем так, на такую формулировку, да, ненасильственно. Да. Тренинг уверенного поведения родителей. И чтобы расположить родителей к данному тренингу, можно предложить им вот такой небольшой тест пройти, тоже QR-код, можете сами сейчас пройти его. Это называется «Герои педагогики». Да, приходите, посмотрите, что там. Там несколько вариантов ответов на ситуацию. Прямо сейчас, да? Да, можете, да. Немножко времени у нас есть. Мы как родители отвечаем, или как учителя? Как хотите, так и отвечайте. Можете как родители. Вообще тренинг для родителей, и сейчас вы как будто родители, в роли родителей, а я классный руководитель. Ребенок педагогики? Всего же есть вопросы. Нет, у нас в городе было такое регулярность. Нет, это шуточный тест. Мы настраиваем наших родителей на работу, на тренинг. Там, по-моему, варианты реагирования на различные ситуации, да? Получилось? Да. Все, пошли. Ты кто? Написано, что я крепкий хорошист. Я сердечко. А это даже есть результат? Да, что там результат? По итогу. Так-то это очень быстро по времени. Все, напишите вопрос. Да, то есть мы таким образом настраиваем родителей на данный тренинг. Просто не все прошли, кстати, пожалуйста, Ага. все прошли. Кто это? Среднячок. А есть отличники? Гордость школы. Вера. Я гордый школы. А среднячок смотри, Мы проводим родителям, да, но мы обращаем внимание, да, на то, что у каждого свой стиль воспитания, да, и каждый хочет наилучший из того, что сможет предложить каждый родитель, да, не нужно воспринимать этот тест как-то, очень сильно близко к сердцу, да, и этот особый стиль воспитания, да, он складывается, он лучше из того, что родители умеют делать, но если обобщить различные виды поведения родителя в проблемной ситуации, можно выделить следующую типологию. Значит, вот такая типология. Значит, поведение, коллеги, это не тип воспитания. То есть родителям не нужно говорить, вот ты уверенный, а ты не уверенный, а ты агрессивный. Потому что в различных ситуациях родитель может вести себя по-разному. И вот уверенный тип поведения – это когда родитель спокоен,
доброжелателен, внимательно наблюдает за ребенком и воздействует на причину нежелательного поведения. Этот родитель умеет снимать напряжение, давая понять, что знает о чувствах ребенка. Активно и разнообразно использует в воспитательных целях поощрение. Это уверенное поведение в проблемной ситуации. Дальше, неуверенное поведение. Родитель встревожен, он находится в паническом настроении, он очень озабочен тем, что думают о нем окружающие, сравнивает своего ребенка с другими детьми, озабочен недостатками своего ребенка, непоследователен, ведет себя по-разному в сложных ситуациях. То разрешает, то запрещает. Считает себя недостаточно хорошим родителем и, как правило, действует по наитию, не планируя своих воспитательных действий. И третий тип поведения в проблемной ситуации – агрессивное. Родитель вспыльчив, раздражителен, с трудом контролирует свое состояние, не хочет и не может догадываться о причинах нежелательного поведения ребенка, предпочитает подавлять его силой и криком. Считает ребенка не понимающим добрых слов, напрашивающимся на грубость, пока не наорешь и не подашь, не понимает. Говорит, что все делает только для ребенка, но в глубине души себя хорошим родителем не считает. Может испытывать вину и также, как правило, в агрессивном состоянии не принимает никакой критики, никакой помощи ему не нужно, он уже всю весь свой гнев спустил уже на ребенка. Коллеги, это не, еще раз повторяю, это не тип воспитания ребенка, то есть родителям это нужно четко сказать, да, ты не неуверенный родитель, не агрессивный, да, это тип поведения в проблемной ситуации, то есть в одной ситуации можно повести себя неуверенно, в другой ситуации можно повести себя агрессивно, все это зависит от множества факторов, родителей хотят повести. Итак, и сейчас, коллеги, у меня для вас задание. Мы можем, наверное, сейчас соединиться в группы. И нам, наверное, будет так удобнее по уровню образования. Смотрите, у нас есть дошкольники. Кто у нас дошкольники? Сколько человек? Давайте, да, у вас, потому что свои возрастные особенности у детей, свои родители. Начальная школа есть? Учителя начальных классов? Нет, у нас осталась основная, старшая, одноклассная руководителя, да? Как хотите, давайте тогда как хотите, поработаем. Смотрите, у нас есть две ситуации, коллеги. У нас две конфликтные проблемные ситуации. Первая ситуация. Ребенок сидит в социальных сетях, утром не может встать в школу, реакция родителя. И вторая ситуация. Ребенок пришел с прогулки, запахом алкоголя, реакция родителя. Тут надо больше для тех, кто с младшими детьми работает, тут кто постарше. Смотрите, сейчас нам нужно разобрать эту ситуацию с точки зрения вот этой типологии. Уверенного поведения, неуверенного и агрессивного. То есть вы можете соединиться в группы, взять себе любую данную ситуацию, вот любую. Сейчас просто... Да, и нужно, значит, проектировать поведение родителя уверенного, неуверенного и агрессивного на данные ситуации. Давайте тогда вот тут, это половина, вперед. Какой? Нет, какую ситуацию? Сначала ситуацию разбираем. Разберите себе ситуацию. Так, вторую, значит, у нас берут вторую ситуацию. Первую берем, да? Сколько групп? Все равно, да? Нет, смотрите, мы должны взять ситуацию и проработать, да, все типы поведения. Все типы поведения. То есть как ведется в этой ситуации? Уверенный родитель, как неуверенный, как агрессивный. Понятно, да? Ну давайте сами тогда распределитесь, запомнили эти задания. Просто я оставлю эту характеристику.
Ну что, кто-то готов? Так, ну что? Приступим к обсуждению, да? Готовы? Да. Ну вот у нас первая команда была готова. Давайте, у вас какая ситуация была? Первая ситуация. Ребенок сидит в социальных сетях и утром не может встать в школу. Какая реакция родителей? Первое, что адекватный родитель, уверенный, да, родитель, но он спокойно заходит, например, мамочка, да, заходит в комнату, видит, что у нее ребенок спит, время, допустим, через 15 минут выходить, она спокойно начинает ходить, там, вставай, дорогой, мы опаздываем в школу. Он там ей говорит: нет, мам, я не могу, она спокойненько убирает у него одеяло, говорит: ну, я понимаю, что ты сидел в телефоне, ты, конечно, должен взять ответственность, ну, вот за это все для себя, ну, я могу тебя понять, давай помогу тебе, да, завтра уже готов, вставай, ну, это как-то вот так, то есть, короче, она его не ругает. Да, это второй. Про... Жарко стало. Давайте, подождите, уверенно. Кто-то еще брал? Вот. Вы брали, да? А вы брали, да, эту ситуацию? Еще брали эту ситуацию, да? Про уверенного есть что добавить? Да, уверенные родители не договариваются. Ограничивать, договариваться, да? Ага, говорит, тогда нет. Вот, где добавить, что уверенный родитель, он возьмет ситуацию под контроль после этой ситуации, получается, они договорятся, что все, в 11 вечера мы выключаем интернет, потому что ты видишь, к чему приводят свои посиделки в телефоне. И все, и каждый вечер она в 11 часов так. Такое немножко прозвучало в форме агрессивного родителя. Нет, почему она говорит: ты же увидел с утра, что ты. То есть причина следствия, да? Мы ребенку, да, не навязываем все, вот так, ты вот это так, и поэтому вот так, да? Мы сами ребенка наводим на то, что он понимает, что причина, ты, да, долго сидел, сейчас ты не можешь проснуться, да? Ты понимаешь это? Я понимаю, вот все. Да, наверное, так, да? Еще добавить? Не кричи на него, спокойно, адекватно. Без ультимативной формы, да? Еще что, кто работал над ситуацией? Я просто из личного опыта, вот за этот учебный год, два примера уверенных в себе родителя. Одна мама, когда дочь не может встать с утра в школу, просто пишет мне в чат, что либо по семейным обстоятельствам мы сегодня не придем, либо у Полины плохое самочувствие. Все. И вторая ситуация. Мама пошла еще дальше, она обратилась в управление образования с тем, что по законодательству имеет право на очно-заочное образование, слишком тяжко ее деточке вставать к 8, она только к 10 может просыпаться. И ей пошли навстречу, делали вот такое. Уверенная в себе, уверенная в себе. Нет, тут надо, вот первый случай, да, насколько уверен в себе родитель, да, неуверенное поведение с точки зрения ребенка, да, поведение не направленное на ребенка, да, то есть причина решается не
воспитательными мерами с ребенком. Мама точка зрения такая, что ребенок устал слишком, пускай лишний день отдохнет, не пойдет в школу, ничего не случится. Ну, кстати, Ну, вот, а у нас мама но смотрите, наша задача тоже, да, когда мы проводим данный тренинг, да, все-таки вести в сторону родителей, в сторону того, что мы работаем с детьми, мы не решаем проблемы за детей, да, то есть в этой ситуации родитель, он решает проблемы ребенка сам за ребенка, да. а так родители куда вести? Скорее всего, это будет неуверенный, да, родитель. Но это не по отношению к ребенку. Это не отношение родителей ребенка, это отношение родителей образовательная организация. Да, наверное, скорее, я согласна, я услышала, да, что не может неловко сказать, что признать тот факт, что проблема да, в чем, то, что воспитание, как родители не признают. Вот, тогда это позиция неуверенного родителя. Неуверенного родителя. С точки зрения нет проблем никаких. Так, еще добавить что-то, кто еще работал, какая группа? Заинтересовать, конечно, это уже пути решения данной проблемной ситуации, да, чтобы ребенок не сидел долго в социальных сетях где-то, да, мы организуем ему досуг перед сном вместе с родителями. Это пути уже решения, да, это признак уверенного родителя, когда он ищет пути решения данной проблемы созидательные. Так, дальше, в этой же ситуации, давайте ускоримся, позиция неуверенного родителя, мы немножко уже разобрали, еще. Она такая вся на суете, вроде бы беспокоится, да, ты не можешь встать, ну вроде бы, как, может быть, нормально еще разбирал свой телефон, но вот как-то вот так происходит. Но тем не менее она его будет, да, она вот мечется, вроде все нормально, вроде бы все плохо. Да, все нормально, все плохо, вот я позвоню, напишу Марье Ивановне, классному руководителю, что мы проспали, что мы болеем, что мы еще что-то, или, например, да, обращусь куда-нибудь, да, я же такая, я же активная, я вообще все могу, я сейчас пойду в министерство напишу, что мой ребенок почему-то так рано ему надо вставать. Ну это примерно так, она такая, и такая она по жизни всегда, везде, во всех ситуациях, не только такой. Нет, смотрите, мы когда проводим, вы четко, как педагоги, не должны акцентировать на том, что такая по жизни. То есть это поведение критической ситуации всегда должен быть нацеливать на то, что все можно применять. То есть это не человек такой. То есть он может быть уверенным. Да? Это именно ситуация, может быть такая проблемная ситуация. Не делаем акцент на том, что вот ты неуверенный родитель, ты агрессивный родитель, ты таким и останешься. Нет, мы всегда можем применять, и для этого мы и проводим этот тренинг. Да? Мы не говорим родителям о том, что вот ты неуверенный, ты агрессивный, мы не делаем никаких оценок, да? Не ведем безоценочно, что вот у меня есть вот Маша, да? И вот она себя вот так ведет, да? Допустим, да? Мы не делаем, родитель должен сам осознать, да? А все взрослые люди, я думаю, у них что-то отложится, да? Мы прорабатываем это, и родитель уже внутри себя, он понимает в этой групповой работе, что где-то может быть, потому что в групповой работе всегда всплывают различные варианты, да? А где-то может быть у него есть такие признаки, он никогда в этом не признается, но, тем не менее, после тренинга он выйдет уже с пониманием. Вот только так. Так, что еще кому добавить по неуверенному? Насчет того, что сравнивать с зависимостью, то есть она не хочет спать воспитателем, она его не мотивирует ребенка, она говорит, что мне будет воспитатель, Да. Что подумают? Да, подумают про меня, что я плохой, да? Быстро вставай. Это уже Да. Может, она сравнивает, вот у тебя там Маша есть в классе, она не сидит в телефоне, она встает и учится хорошо, а ты сейчас проспишь и не будешь. Как Маша будешь? Да, не будешь как Маша. Да, тоже, да, признаки неуверенности. Так, далее, агрессивная. Как может повести себя родитель? Забрасываем в руки. Надо сразу включить. Она заходит, она видит, что
что он лежит, он начинает кричать, сколько можно, каждый день тебе повторяют, ты ничего не слышишь, там, не знаю, срывают с него это одеяло, да, начинают его будить, говорит тебе 5 минут на сборы, ну и может быть как-то что-то грубое ему скажет, да, что так не общаются, с ним, ну, да, может быть, наверное, даже как-то, да, там, подтолкнет, не знаю, с кровати столкнет. Ну, и часто бывает, да, что утром, особенно у кого маленькие дети, да, надо быстрее, всем вставать, всем это. То есть мы как бы очень часто бываем с агрессивным поведением утром. Когда дети как раз кризисные переломы, хотят делаться, еще мама решила опаздывает, все, это караул. Это семейная трагедия. Даже соседей слышно, когда вот такая ситуация происходит, когда ребенок так сильно кричит, как будто его там убивают. На самом деле его просто забирают в детский сад. Да, шапка не так. Просто шапка была не так. Значит, да, поэтому мы вот именно ярлыки не накладывали, потому что мы сами бываем очень вполне подходящие под эту уголовочку агрессивно. Так, что еще добавить в данной ситуации? Отобрать телефон. Отобрать телефон, да, включить интернет, наказать, да. Лишить чего-нибудь. Лишить, да, чего-то каких-то, да, То есть довести ребенка до слез. Но все равно, когда ребенка телефон заберешь, он заплачет. Это 100%. До школы Ну, возможно, да. Но мы в данной ситуации, да, когда проводим тренинг с родителями, да, мы все-таки акцентируем внимание на уверенном, да, я, наверное, сделала немножко неправильно, нам нужно было сначала разобрать агрессивное и неуверенное, закончить уверенным, да. Так, следующая ситуация. Добавить по данной ситуации по первой. Все, да, разобрали, да, реакцию родителей. Теперь следующая ситуация. Ребенок пришел в продукте с запахом алкоголя. Что делаем? Давайте начнем с агрессивного родителя. Что будет делать агрессивный родитель? во-первых, начнет кричать, объяснять, почему. Да мы тебя воспитываем, но ты такой нехороший, нас позоришь. Где с кем? То есть начинают выяснять, в каких обстоятельствах ребенок попробовал алкоголь. И Да ты больше... какое у тебя будущее? Дадут ребенка к месту. Тут даже, что выясняет причины, да, это вот уже хорошо, потому что бывает такая агрессия, что даже не выясняются причины, а сразу... Есть, можно ведь выстраивать конструктивный диалог, а когда начинает откуда ты, ну то есть, когда вопросы таким командным тоном идут без пауз и нет права на ответ у ребенка, то есть просто выплеск, агрессия, да, уже не По агрессивному еще кто прорабатывал данную ситуацию? Есть что добавить? Излишне. Как родители, как ребенка. Так, далее, неуверенный родитель, неуверенный. Как может поступить неуверенный родитель в этой ситуации? Сами паники. Да, пожалеть. Начинают паниковать. Что я делала не так? А почему так? Вообще, почему мне это позоришь мать, сделать? Да. всю семью. Тебя кто-нибудь видел? Да. А соседи все Да. Что же мне скажет народ? что про меня будут думать, что про меня скажут. Меня дети. Чем отличается это? Неуверенные Смотрите, да, в чем черта, да, агрессивного, чем отличается, да? Агрессивный, он сразу свой гнев на ребенка, получается, перекладывает, да? Он, если неуверенный, он может еще считаться с мнением поведения, да, неуверенный, он может считаться с мнением ребенка как такового, да, он начинает искать какие-то причины, но он не может их найти, да, ну, в силу каких-то особенностей, да, а агрессивный, он даже не будет разбираться в ситуации, как правило. Мы в ситуации агрессии, нам нужно просто предпринять какие-то меры, и все. Мы не диалог какой-то организовать очень трудно в такой ситуации гнева. Да? А неуверенный, он все-таки пытается найти выход, но не может. Но не получается.
Далее, уверенное поведение. Абсолютно все. Просто нужно вообще спросить, почему? Да, нужно, наверное, да, сначала спросить. Но вы да, нет, понравилось, не понравилось, мы это обсуждали на семинаре по пути, да, и там тоже такие мнения, что с этим надо быть очень осторожным, потому что может и понравилось, и тогда уже надо вести дело. Они хотят казаться старше. Да, и как правило, подростку не особо нравится, что мы да, узнать причины, да, почему, да, как-то мягко узнать с кем, да, чтобы понимать, да, круг общения ребенка, да, и насколько это часто, насколько это может случиться еще, да, войти в систему. По Лениному есть что сказать еще, добавить? Так, ну, а сейчас, коллеги, да, мы разобрали типы, да, уверенного и неуверенного агрессивного поведения. И сейчас я предлагаю смоделировать группу свою ситуацию, проблемная ситуация, которая конкретно для вас. Если это, допустим, будут представители дошкольного, да, образования, они свою проблему для этих возрастной категории обучающихся и родителей, все равно с позиции родителя, да, сейчас тренинг проходит, да. Кто как хочет свою проблемную ситуацию, можно даже индивидуально, можно даже не в командной работе, спроектировать ситуацию и пути выхода из нее. У меня для вас есть листы, рабочие листы для вашего удобства. Не, мы просто это обсудим и все. Нет, я ничего не заберу себе. Держите, кому еще листы нужны. Давайте еще вам дальше. У меня, по-моему, 10 штук.
принятия родителями, да, особенностей ребенка, да. Родители не одобряют его вести туда, потому что мы только аргументы привели, что ребенок страдает от этого. Родители не слышат. Да? Ну давайте попробуем разобрать эту ситуацию. Почему возникла ситуация? Мы не можем, да? Мы не знаем, поэтому вот тут немножко, да, ситуация, конечно, она не совсем ситуация проблемная, да, то есть она пролонгирована, да, это ведется несколько лет. Ситуация нас для других детей, потому что они сильно по отношению к другим детям себя ведут. Что хочет изменить и исправить родитель в таком случае, да? Ничего не хочет менять, да? Какое поведение? Смотрите, вы взяли педагогическую ситуацию проблемную. Нужно было взять родительскую, так как это тренинг родительский. Да? Вы сейчас можете с точки зрения педагога, конечно, ее рассмотреть, да? Но эта таблица будет некорректна. Потому что это таблица для родителей. Мы родители. Может, это просто взять не в учреждении происходит, а брат и сестра, допустим, в семье. С точки родителей. С точки зрения родителей, брат и сестра, например, брат. Но смотрите, с точки зрения родителей, что происходит ситуация? Родитель видит, что с ребенком что-то не так, он не видит проблемной ситуации. Нет, что родители не слышат. В чем была проблемная, да, поставлена проблема, да? Что родитель не слышит, не понимает, они говорят, педагоги он не понимает. Тогда для родителя это не проблема. У него все хорошо. Хотя они боятся признать эту проблему, они все слышат, но не хотят признавать. Но все равно они прорабатывать вот это не будут. Для них проблема в системе не признать, что считает ребенок не таким, как остальные. Проблема родителей, знаете, какая будет в этой ситуации? Что воспитатели не учитывают потребности моего ребенка. Это будет проблема родителей. Вот, поэтому надо подумать тут со стороны родителей. Вот если воспитатели идут, вот дальше идет просто разбор вот этой проблемы. Поэтому вам нужно было взять немножко другую с позиции родителя, да, проблемную ситуацию. Что происходит в момент, что он не занимается, то есть на занятии, и мать просила, не просила, а говорила, что мы отдельно с ним занимались. То есть мы же уже 18 детей, куда его? Ну вот я говорю, что это с позиции родителей проблема такая, что ребенку не оказываются условия для воспитания там, в рамках школьно-образовательной организации. Почему? Мне кажется, с позиции родителя может быть мой ребенок не такой, как все. С позиции родителя мой ребенок, они не принимают эту позицию. Если бы они принимали, они бы дальше пошли решать эту проблему. Ну, если это адекватная жизнь, то да. Да, но тут проблема в том, что родители не слышат. Это вообще адекватное, это вы все неадекватные. То есть вы не можете моего ребенка. Да, то есть саму проблему, почему я не хочу, чтобы сформулировал сам родитель. Родитель это должен понимать. Когда родитель говорит, что во всем виновата школа, и во всем это не проблема. Проблема другая. Проблема должна быть детско-родительских отношений, а не других каких-то субъектов образовательного процесса. Проблема ребенок-родитель, детско-родительские отношения. Вот у родителя есть проблема, и он ее хочет решить, но не может по каким-то своим причинам ее решить. Вот такую ситуацию, вот такая проблема. То есть пришел к вам родитель на собрание, и он с проблемой не хочет ее решить, и вот, пожалуйста, попробуйте. Давай, ага. Давай, Ну вот, допустим, 9 класс, у родителя младший ребенок учится очень слабо, но все года никаких усилий особо не прикладывалось для того, чтобы он научиться как-то получше. Близятся экзамены, постоянно школа накручивает, ребенок сам себя накручивает для того, что понимает, что с экзаменами, скорее всего, не справится. И вот ребенок рассказывает такая фраза маме, что если я завалю все экзамены, я пойду в лес и просто больше оттуда не вернусь. То есть какие-то социальные попытки есть, да? Вот проблема, да, что происходит в ситуации. Попытка, не попытка, получается, еще не попытка суицида, а мысли о суициде. Даже не столько угроза, сколько самые внутренние переживания, которые Они могут ребенок не справляется, Вот. Дальше, почему возникла ситуация, мы уже сказали, да? Потому что боится за
того, как сдаст экзамены, да? Что хочет изменить в праве родителей? Понятно, он хочет, чтобы мысли о суициде ребенка не посещали, да? Какое поведение, понятно, желательно, да? Что он будет более уверен в себе, да? Не будет таких мыслей. Что чувствует ребенок в данной ситуации? Ну, понятно, что он чувствует себя некомфортно, он не уверен, да, может быть, если уже такие мысли есть, да, и насколько уже ребенок запуган, да, в данном экзамене, да. Что чувствуют родители? Родитель тоже, наверное, в большом шоке, да, от этого всего находится. Каким способом родитель может... То есть, смотрите, тут родитель, он прописывает чувства, он, то есть, ставит себя на место и ребенка, и проектирует свои... Он отвечает на вопрос, что чувствую я вот в этой ситуации. А каким способом родитель может добиться желаемого поведения ребенка? Постоянно поддерживать, потом сейчас из 4 экзаменов 2 будет. А это у вас ваша конкретная ситуация, да? Что вот мама может делать? Только поддержать, что не гонять света, ну фиг с ним перед. Не, ну тут просто... Тут надо искать причины, почему ребенок начинает. Это же... Потому что он не учился с 5 класса. Нет, Но не учил, нет, если он не учился с 5 класса, значит, сейчас у него наступили экзамены, у него какой-то уровень стресса, да, повышен, очень повышен уровень стресса, да. Значит, кто-то ему это сказал, что вот ты не сдашь, значит, систематически ему об этом говорит. Естественно, потому что он ничего не делает. Он может просидеть, может просто ему, естественно, будет сказать, это будешь говорить, что не сдашь экзамен. Как сказать? Он просто сидит, ему просто Тут каким способом родитель может добиться? Он может поддержать, либо прибегнуть к помощи, потому что уже суицидальные мысли это не шутки. То есть прибегнуть к помощи специалиста. И опять же, да, может обратиться к сообществу профессионалов вот этих, психологической помощи. Нет, где-то недавно слышала, что да, вот такая проблема сейчас, психологи рекомендуют просто сесть с родителем, с ребенком, да, и поговорить, например, если ты не сдашь экзамен, ничего страшного в этом нет. Не сдашь экзамен, не пойдешь туда учиться, пойдешь там в другой какой-то. Психологи Да, рекомендуют, но родители это тоже не все. То есть, да, вариантов много, да. Нет, я просто, потому что я недавно слышала, буквально, Вот, и родителям тоже, да. Просто готовы разговаривать. Некоторых же не сдал, там сразу вот ремень, все остальное. Нет, ну не нужно порастиливать, потому что ты должен сдать, ты обязан сдать. Ребенок, понимаешь, мы не тянем. Да, и мы как педагоги, да, особенно предметники, да, конечно, каждый педагог хочет, чтобы его предмет сдали хорошо, ну это очевидно, да, но тоже надо понимать, да, когда мы говорим, да, что это у ребенка откладывается. И, возможно, это сказал учитель русского языка, это сказал учитель, да еще родители там его подпинывают. И как бы это же все как снежный ком. Это вот ситуация тоже сейчас была у меня медицинская, да? Вот весь год, когда учили химию, она не выписывала, отдавала сами задания, она всегда точно выписывала. И подходит экзамен, ну ты все равно экзамен не сдашь по химии. Он такой, как я занимался, я был по видео. Ну ты не сдашь. И какие должны мысли идти лицеист, ученик на экзамен по химии. То есть он платил бабки за сражение, да, весь год, а там такие вот деньги. Ему говорят, нет, ты не сдашь. Но тут не в деньгах даже дело, Нет, это просто профессиональная этика педагога. Так, коллеги, у нас очень мало времени. Смотрите, да, основное, да, что родитель сам формулирует свою проблему. Он пытается ее проработать. Мы, как правило, безоценочно, да, мы, педагоги, нам тяжело безоценочно судить. Вот. Но, тем не менее, родитель это сам прорабатывает и уже понимает какие-то свои ошибки, и уже сам прописывает, что можно даже не смотреть, не обсуждать. Вот просто провести и все. Он оставил себе вот эту бумажку, положил куда-нибудь, все ушел. Все, он уже разработался в голове. Так, и далее мы немножко спрашиваем родителей, как вы думаете, почему? Почему вы сами можете, и другие могут, вы сами не можете, другие могут применять насильственный метод воспитания. И тут нам родители скажут уже, да, что это может быть страх за ребенка, если он там где-то по крышам прыгает, да, что это может быть какой-то гнев, да, я устал на работе, да, мне тяжело, я все тащу на себе, да, он еще вот такой, да, не слушается, там, и все остальное, да. То есть мы спрашиваем у родителей, они высказываются тоже по этому поводу. И далее мы просим родителей выработать также в группах методом мозгового штурма перечень помогающих действий. Родители, как вы думаете, что вам может помочь удержаться от гнева и от применения насилия в воспитании? Да?
Вот. И родители потом в групповой форме тоже высказываются по этому поводу, да, что это может быть. Там, если мама, да, то она приходит, она работает, там, она, допустим, убирается в доме, она готовит еду, она говорит, я устаю, значит, как-то разгрузиться, да, и так далее. Различные варианты родители могут предложить методом мозгового штурма. И далее, вот. И потом можно провести рефлексию небольшую, да, у родителей по желанию, да, что они чувствуют, да, что они возьмут из данного тренинга в родительскую копилку. Ну, а я хочу закончить свое выступление таким методом, тоже родителям очень будет актуально, но не менее актуально педагогам, коллеги. Значит, в одном африканском племени, когда человек, да, житель этого племени, он поступил плохо, что-то совершил не очень хороший поступок, значит, его ставят в середину, и в течение долгого времени говорят все хорошее, что совершил этот человек. Они его хвалят, да, и все, что, потому что у них есть такое поверье, что человек всегда рождается хорошим, он всегда хочет хорошего, но в погоне за какими-то вот этими благами, счастьем, там, любовью, да, он может совершить какие-то не очень добрые поступки, и племя напоминает ему, что он родился хорошим, сколько всего хорошего он сделал. Вот. И вот этот комплимент, который я не могу прочитать, он в Южной Африке означает «я уважаю тебя и ценю тебя, ты значим для меня». И в ответ люди говорят «я существую для тебя». Вот такое, вот. И нам, как педагогам, нужно всегда видим, как правило, есть такая профессия, да, что видим что-то негативное в учениках, да, и когда мы это видим, лучше сконцентрироваться на том хорошем, что в этом человеке есть. Это очень важно. Все, коллеги, я заканчиваю. Вот так. Презентации можно найти на сайте. То, что у нас есть. Все эти презентации, как мы их скинем, я даже... Лично у вас. Можно будет как-то скинуть, коллеги? На компьютере, если только сами подходите с флешкой, вот скинуть. Можно завтра. Что еще раз? Нет. Если только сейчас... Коллеги, да, значит, родителям, пожалуйста, скажите, что есть такой ресурс, что можно зарегистрироваться, что можно получить консультацию психолога в ситуациях, да. Этот тренинг не очень большой, я его сформировала из нескольких, но самое основное я взяла. Не забываем, что это тренинг не насильственного воспитания, а уверенного поведения родителей. Формулировка тоже очень важна. То есть мы не говорим родителям о том, что они применяют насилие, а говорим о том, что они быть более уверенными. Все, коллеги, я заканчиваю.